Я Кате Амиранович Сичинава из Абхазии. Я из села Дзюбжа, Ачимчирского района. По образованию я инженер-строитель. Я жил в селе Адзюбжа. Когда началась война, абхазы из нашего села ушли в сторону Ткварчели, а оттуда они потом воевали с нами и стреляли в нас. Помимо этого, были случаи, когда абхазы оставались вместе с нами. В нашем селе Адзюбжа были и смешанные грузино-абхазские семьи. Одной из таких семей была семья Габуния. Когда началась война, эти Габуния остались вместе с нами. Это были два брата, и они жили бок о бок. В один день эти братья, Шата Габуния и Рауль Габуния, пришли к нам, в нашу семью, и обратились к нам с такой просьбой. Они сказали нам следующее: «Мы грузины, но у нас абхазские супруги, поэтому мы не можем брать оружие в руки против кого-либо. Мы не можем стрелять ни в грузин, ни в абхазов. Мы собираемся оставаться в своих домах, но так как война приносит с собой беспорядки, разбойные нападения и кое-какие подобные случаи, поэтому мы просим вас, если вы можете, защитите нас». Вот с такой просьбой пришли к нам эти братья Габуния, а мы по мере наших возможностей стали уделять им внимание. Однажды мы с братом закончили смену на передовой линии и возвращались домой. По дороге мы должны были проехать возле домов Габуния. Мы увидели, что там ворота были открыты, и это вызвало у нас подозрение. Я и мой брат остановили машину и вошли во двор. Мы начали звать их, но никого не было там и никто не отвечал нам. Мы увидели, что на втором этаже входная дверь в прихожую была открыта. Это вызвало у нас подозрение, и мы поднялись на второй этаж. Вот, вы знаете, с того дня прошло уже 30 лет, но с моих глаз не сходит и из моей памяти не стерлась та картина, которую мы там увидели. В прихожей у стены стоял диван. В одном углу дивана сидел один брат Габуния, а в конце дивана, во втором углу, сидел второй брат. У них обоих было перерезано горло. Посередине этих братьев были трупы их жен. Видимо, эти женщины стояли на коленях, когда их расстреляли, и они так и остались на коленях, только их головы были опущены на пол. Женщины были убиты выстрелами в лоб. Это была страшная картина. Затем мы увидели, что дверь в спальню тоже была открыта, и мы вошли в спальню. Там были убиты родители этих ребят. Старики Гриша Габуния и его жена Мариам, оба были убиты в постели. Там была такая картина, что я не знаю, что за человек мог это сделать. Вот, все это я видел своими глазами. აი 30 წელი გავიდა იმის შემდეგ და თვალებიდან გონებიდან ვერ ამომიშლია ის სურათი, რაც იქ ჩვენ დავინახეთ. ესე იგი, მისაღებში პირდაპირ კედელთან იდგა მდივანი. ერთი დივნის ერთ თავში ის და ერთი ძმა, მეორე თავში, დივნის მეორე თავში, მეორე ძმა, ორივეს ყელი ჰქონდა გამოჭრილი. და ამათ შორის თავის მეუღლეები დაჩოქილები იყო დახრეტილი. ტყვია შუბში ჰქონდათ. ესე იგი, საზარელი სურათი იყო. მერე შევედით საძინებელის კარის ხეა იყო. შევედით საძინებელში ამ ბიჭების მშობლები, მოხუცები ორი იყო ლოგინში მოკლული. ესე იგი, ისეთი სურათი იყო, მე არ ვიცი რა ადამიანს უნდა შეძლებოდა ამის გაკეთება. აი ეს გვაქვს ჩვენ მაგ ჩემი თვალით ნანახი. Братья Габуния не взяли в руки оружие и тихо жили в своих домах, но произошел вот такой страшный случай, и так поступили с ними. Получается, что их убили ночью, так как уже утром, в утренние часы, мы были первыми, которые вошли в их дом. В семье Габуния были убиты 6 человек, причем они были убиты настолько страшно, через перерезание горла.
Вот как это было сделано. Не то, что ножом провели по горлу, но и голову отрезали, отрубили, хотя и не до конца. Голова все еще держалась на теле и не была полностью отделена от тела. Вот так садистски были они убиты. Единственный брат, который остался от этой семьи, это был третий брат, Гурам Габуния. Он жил в Тбилиси, и мы сообщили ему о произошедшем случае. Гурам Габуния приехал в наше село, Адзюбжа. Мы сделали гробы для этих 6 убитых и похоронили их. თავი თლიანად არ იყო მოცილებული, მაგრამ ესე კი არ იყო გამოსვაბილი დანა. ესე მოჩეხილი იყო თავი, მაგრამ თავი მაინც იყო ადგილას. ესე სადისტურად იყვნენ დახოცილები რა. ხო და ის სურათი კიდო ის მეუღლეები დაჩოქილი ისე იყვნენ დარჩენილები, უბრალოდ თავი ჰქონდათ იატაკზე დადებული. В то время были слухи, что абхазы угрожали всем, кто не возьмет оружие против грузин. То, что было сделано в семье Габуния, это было сделано специально. Они были убиты настолько садистски, что там, по моему мнению, не было следов ограбления или разбойного нападения. Их убили садистски, и это никак не было похоже на разбой. Если бы на семью Габуния напали грабители, то они должны были перевернуть все и поискать что-нибудь, что можно было бы забрать с собой. Но таких следов не было. Ведь мы вошли в спальню, а там никаких таких следов не было видно. По моему мнению и по мнению других, наверное, это было сделано для того, чтобы запугать, устрашать тех абхазов, которые оставались вместе с нами, в нашем селе. К этому времени до нас уже и так доходили угрозы со стороны абхазов, воевавших против нас. Абхазы угрожали, что кто не пойдет с нами и не будет воевать против грузин, мы истребим их. Абхазы требовали, чтобы те, которые оставались вместе с нами, покинули село и присоединились к тем абхазам, которые воевали против нас, грузин. Одна часть наших абхазских односельчан осталась вместе с нами, в нашем селе Адзюбжа и придерживалась нейтральной позиции. Это не устраивало абхазов, и поэтому они наказали семью Габуния. По моему мнению, абхазы требовали от братьев Габуния, чтобы они пошли воевать против нас, грузин, так как оба брата были женаты на абхазках. Братья Шатай и Рауль Габуния не стали воевать и придерживались нейтральной позиции, вот поэтому их наказали. Братья Габуния вместе со своими абхазскими женами были убиты зверски. Родители этих братьев, отец Григал и мать Мариам, эти пожилые люди, оба были расстреляны в своих постелях. Я хорошо помню семью Хмельницких. Глава семьи, Анатолий Хмельницкий, был следователем в Ачимчирском районе. Его супруга, Валя, работала в Дранской тюрьме. У них были дети, близнецы, мальчик и девочка. Мальчика звали Слава, а девочку — Надежда. Все они были убиты. Да, еще они убили и бабушку этих детей, то есть в семье Хмельницких были убиты все 5 человек. Когда в наше село вошли боевики и вошли вооруженные абхазы, нам пришлось отступить со своих позиций. Тогда мы предупредили семью Хмельницких и предложили им уйти оттуда вместе с нами. Мы сказали им, что они могут пойти вместе с нами и спасти себя. Члены семьи Хмельницких ответили нам, что они русские и их не тронут и не причинят вреда, но позднее мы узнали, что эта семья была полностью истреблена. Были убиты и дети. Тогда этим близнецам, брату и сестре, Славе и Надежде, было около 11 или 12 лет. Они убили этих детей, их родителей и бабушку. После убийства тела всех 5 были сожжены в их доме. Мы тоже не ожидали, что боевики будут истребить семью Хмельницких. Они были русскими и не были ни на чьей стороне.
Причиной их убийства могло быть то, что они жили вместе с нами, грузинами, и не перешли на сторону абхазов. По национальности они были русскими и придерживались нейтральной позиции. У семьи Хмельницких не было ни с кем проблем, но они не взяли в руки оружие и не встали рядом с абхазами. Вот по этой причине абхазы перебили их всех. როგორც გავიგეთ მე ეს ოჯახი თლიანად იქნა დახოცილი. ბავშვები დაახლოებით იქნებოდნენ 11-12 წლისალები, ეს და-ძმა, დედ-მამა და ბებია, ესე იგი ხუთივე იყო და იქნა დახოცილი. წავედით, დავტოვეთ ჩვენი სახლები, იმათმა არ დატოვეს თავის სახკარი, მიზეზი იყო ის, რომ ჩვენ არ გვამლებენ, ჩვენ არაფერს არ გვიზამენ, ჩვენ ვართ რუსები. მაგრამ პირველ შემოსვლისთანავე იქნა დახოცილი. ეს ხმელენსკების ოჯახი ხუთივე დახოცეს და გამოწვეს სახლში. თავის ბავშვებიანად ყველაფერი. ხუთივე და იქნა და 11-12 წლის იყვნენ ეს ტყუები. მაგრამ იყვნენ 11-12 წლის მეტი არ იყვნენ. ჩვენს არ ველოდით თუ მათ ახოცავდნენ. იმიტომ რომ ეგენი რუსები იყვნენ, არავის ხარეს არ იყვნენ. იყვნენ თავისთვის და ჩვენ მეზობლად იყო კამბა, მავრიკი, სულთა აფხაზი იყო, გვარითაც და ისედაც აფხაზი იყო ეს პიროვნება. По соседству с нами жил Маврик Камба. Он был чистым абхазом. Маврик и по фамилии, и всячески был абхазом, но он немножко смотрел в сторону воровского мира. Маврик был человеком вот такого жизненного понимания и всегда говорил, что на этой войне он ни в кого не будет стрелять из оружия. Маврик иногда даже шутливо говорил нам, что если ко мне придут болваны, то есть люди не с такими жизненными понятиями, или придут грузины, или придут другие, то вы защитите меня. Маврик говорил нам, что если случится так, что придут абхазы, то я буду защищать вас, грузин. Вот насколько тесные связи были у нас, грузин, с Мавриком, а он оставался в своем доме. В последний период войны Маврику пришлось покинуть Абхазию, и он уехал в Россию. Я сейчас очень кратко скажу, что мы узнали о последующих событиях, связанных с Мавриком. Когда абхазские боевики вошли в наше село, они подожгли все наши грузинские дома. В селе Дзюбжа абхазы сожгли все грузинские дома. Поджогом грузинских домов руководили абхазы по фамилии Корчава. Через некоторое время Маврик вернулся из России в Абхазию, в село Адзюбжа, и увидел наши сожженные дома. По поводу поджога наших домов Маврик высказался в адрес этих Корчава и сказал им следующее: «Те грузинские ребята в нашем селе не сделали ничего такого плохого. Наоборот, они защищали абхазские дома, и они ни одного абхазского дома не сожгли. А вы почему подожгли их дома?» Услышав эти слова от Маврика, один из тех абхазов, а конкретно Гудуна Корчава, ответил ему следующее: «Ты не воевал и еще выступаешь здесь». После этого Гудуна Корчава прямо выстрелил Маврику в спину и убил его. У Маврика Камба был брат, который был вором в законе в России. Позднее мы узнали, что этот брат Маврика приехал в Абхазию и истребил семью Корчава. სულთა აფხაზი იყო, გვარითაც და ისედაც აფხაზი იყო ეს პიროვნება. მაგრამ ეს ადამიანი ცოტა ქურდულ სამყაროსკენ იყურებოდა, ესეთი შეგნების ადამიანი იყო და ის ყოველთვის ამბობდა, რომ მე იარაღს არავის არ ვესწრიო. ხო და დაჟე ხუბრობდა ზოგჯერ თუ ხოლმე, რომ მე აფხაზი ვარო და ვიღაც ხისთავიანი ვინმე შემევიდეს და ვიღაც მოვიდეს ან ქართველები მოვიდნენ ჩემთანო თქვენ დამიცავითო და მე თუ აფხაზები მოვლენო მე დაგიცავთო თქვენ და ასეთი მჭიდრო კავშირი ქონდა ეს სახში იყო ეს ადამიანი ყველაფერი და მე მოუწია მაგას ბოლოს ომის ბოლო პერიოდისთვის რუსეთში გადახვეწა რა წავიდა ერთი სიტყვით და მე გამოვიდა ხმა ასე მომიყვნენ რომ ჩამოსულა
აფხაზები როცა შემოვიდნენ ეს ბაივიკები ჩვენი ქართველების უკუთხეში ქართველების სახლები ყველა გადაწვეს. ხო და ამ მავრიკს უთქვია იქ ვინც თაობდა ამ სახლების დაწვას ეს იყვნენ ქარჩავები. და ამაზე უთქვია რომ ამ ბიჭებმა ამათ არაფერი ისეთი ცუდი არ გაუკეთებიათო პირიქითო აფხაზების სახლები არავის არ დაუწვიათო იცავდნენ პირიქითო და თქვენ რატო დაწვით ამ ბიჭების სახლები უთქვია ამ მავრიკის და егам ქარჩავას გუდუნაერქო სახელად უთქვია ты не воевал еще выступаешь здесь უთქვია და უსვრია პირდაპირ ზურგში და მოუკლია. მაგრამ როგორც მე ხმა გამოვიდა ამ მავრიკის ძმა ყავდა კანონიერი ქურდი რუსეთში. მე ეს ჩამოსულია და ეს ოჯახი ყავს ამახოცილი. ასე გამოვიდა ხმა. ქარჩავების ოჯახი ყავს ამახოცილი ამ მავრიკის ამ კამბას ძმას. Абхазы знают, какие преступления совершили сепаратисты и не хотят, чтобы они понесли наказание в соответствии с судебными решениями. Абхазские сепаратисты скрывают, что их так называемая освободительная борьба наполнена жестокими убийствами стариков, женщин и детей. На абхазских сепаратистов возлагается ответственность за этническую чистку, которую устроили они против грузинского населения. В том числе сепаратисты ответственны за этническую чистку мигрелов, прямых потомков античных колхов. Некавказское, позорное и преступное поведение, которым отличились убийцы стариков, женщин и детей, навсегда записано в истории абхазского, апсуйского сепаратизма.